Совсем несколько дней осталось до даты самого дня рождения библиотеки. Мы торжественно к этой дате подходим. Сегодня первый день научно-практической конференции, посвященной 180-летию со дня основания Национальной библиотеки Республики Коми. Для начала у нас есть несколько приветственных выступлений, поэтому первое слово я предоставлю министру культуры, туризма и архивного отдела Республики Коми Емельянову Сергею Витальевичу. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, доброе утро. Очень приятно видеть сегодня всех, большую часть тех, кто сегодня во всех точках Республики Коми несет ответственность за развитие библиотечной отрасли нашего региона. Сейчас произошло очень знаковое событие для нашей библиотечной отрасли, для Национальной библиотеки Республики Коми. В день открытия юбилейных торжеств сегодня, утром понедельник, буквально несколько минут назад в соседнем зале мы открыли музей книги. И это уникальный музей для нашей республики, уникальный музей, в принципе, даже, можно сказать, для нашей страны. Не в каждом сегодня, не в каждой национальной библиотеке, не в каждой государственной библиотеке регионов Российской Федерации есть такой музей. Поэтому мы очень этим гордимся, что это происходит именно сегодня, в день 180-летия нашей библиотеки. Я очень рад приветствовать вас на открытии международной научно-практической конференции «Литературное наследие региона. Сохранение и интеграцию в цифровую среду. Перспективы чтения», которая проходит сегодня в дни 180-летия Национальной библиотеки Республики Коми. Я хочу пожелать вам плодотворной работы, уважаемые коллеги, блестящих целей этой конференции, которые есть уже сегодня и которые поставлены. И чтобы те тезисы, те доклады, те решения, которые будут приняты по итогам сегодняшней конференции, обязательно возымели свое решение. Всех вас с праздником и с открытием конференции. Спасибо. Спасибо, Сергей Витальевич. Следующее слово для приветствия предоставляется Маркову Валерию Петровичу, члену Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации от Государственного совета Республики Коми. Дорогие друзья, действительно праздник, который отмечаем мы все с вами, это очень значительный для всех нас. Иногда мы не задумываемся о датах, которые отмечаем. И с другой стороны, когда речь идет об истории, вроде 180 лет это не так много. История человечества насчитывает тысячелетия, а у нас вроде 180 лет. Но с другой стороны, речь идет о нашей национальной библиотеке, и 180 лет – это очень приличная дата, очень существенная дата. Книжному делу у нас в России не так-то много, это где-то 6 веков. И 2 из них – это мы связаны с книгохранилищем. Правда, мне слово не очень-то нравится, одно из крупнейших книгохранилищ Северо-Запада, если мы откроем сайт. Вчера попадал по сайту Национальной библиотеки нашей, или там описание о других, что-то начинаем читать. Ну что поделаешь, 2,5 миллиона куда-то нужно поместить, это не маленькие помещения. Ну, чуть я переврал, 4% всего 624, по большому счету. Ну, это 2,5 красивее звучит. А начиналось там с нескольких десятков книг. Нескольких десятков. Правда, и тогда учредители назвали, в смысле человека, ответственного за те несколько десятков книг, которые собрали, хранителем. Ну, может, для того и нашло хранилище, хранитель. Но 180 лет – это, конечно, очень знаковый период. Менялись эпохи, менялись правители, менялись системы наши, в которой мы живем, предки наши жили. Менялся статус библиотеки,
но книги всегда были на полочках. И всегда к этим книгам приходили люди, которые хотели познакомиться с произведениями наших писателей и поэтов, которые жили в разные времена, хотели познакомиться с информацией, которая есть, потому что читали переводику. И, в принципе, библиотека является одним из основных источников информации до нынешнего времени. Сейчас, правда, с ним конкурирует, конечно же, интернет, но то, что библиотека переходит на цифровой вид, это прекрасно. Получается доступ в наши фонды, независимо от того, где мы находимся. И вот посмотрел выставку в фойе, у меня очень непростой интерес к тем книгам, которые были в начале прошлого века, в начале советского периода, когда и графика кода менялась, и так далее. Хочется поддержать это трепетное отношение к книжной продукции, бумажной продукции. Но все трудно охватить, и было приятно услышать, что можно посмотреть в оцифрованном виде, познакомиться с теми изданиями, которые были. И хоть сама библиотека несколько сетовала на то, что в годы войны не сильно пополнялись фонды библиотеки, но они всегда издавались, книги, и библиотека их получала. Мы сейчас имеем возможность все это посмотреть. Я хочу поблагодарить всех работников библиотек, не только национальной библиотеки, библиотек нашей республики, с этой знаменательной датой, поблагодарить за их бескорыстный труд, за их подвижничество, независимо от условий, в которых они находятся, находились, они всегда идут к людям. За это вам огромнейшее спасибо. И с юбилеем наша библиотека. До старости. Спасибо, Владимир Петрович. Слово для приветствия предоставляется Валентине Васильевне Жиделевой, заместителю председателя Государственного совета Республики Коми. Добрый день и, во-первых, всех с праздником, потому что иметь такую библиотеку, как наша, это счастье. Счастье читателей, счастье жителей Республики Коми. Интересный факт. Вот я смотрю на эту золотую 180 и вспоминаю о том, что в те годы учредить нашу библиотеку собралась, вот, наверное, такая заинтересованная интеллигенция Коми-края в год, когда Великая Россия потеряла своего главного поэта. И, казалось бы, зашло солнце, но вот ни одна библиотека в те годы, в 1837 году, была учреждена, надо посмотреть нам, потому что то великое наследие, в том числе Александра Сергеевича Пушкина, была одна только, наверное, цель – сохранить и донести до предков. И они справились с этой задачей. И мы сегодня собрались, чтобы поблагодарить тех, кто работал все эти 180 лет в библиотеках Коми-края и дарил нам радость общения с книгой. Потому что никакой электронный ресурс, я думаю, не заменит тот трепет, когда мы открываем страницы новой книги. И сегодня, в день 180-летия, я хочу преподнести подарок нашей национальной библиотеке от человека, легенды, часть жизни которого связана с нашей республикой. 1 сентября этого года отмечал свое 90-летие легендарный
Вадим Иванович Туманов. Многие знают, что на нашей территории была старательная артель Печора, которая добывала золото. И так получилось, что в 1987 году она была расформирована, но те замечательные идеи, которые в том числе мы обсуждали хозрасчета на площадке этой национальной библиотеки вместе с нашей легендарной Цилией Израилевной Зильбер, они дали свои ростки. И сегодня практически 17 кооперативов тогда, возглавивших вот этими людьми, которые разъехались по всей России, продолжают работать. Часть из них работает в Карелии. Я только что там была, снимается фильм о Туманове, куда войдут, я думаю, интересные кадры. Так вот, Вадим Иванович Туманов, знаете, издал, только что вышла эта книга, вот она, он даже мне не разрешил ее вскрывать, и надпись замечательную сделал на отдельном листочке, вот мы его заламинировали, сейчас Ольга Рудольфовна вскроет, и мы туда положим этот, во-первых, книга с уникальным названием «Все потерять и вновь начать с мечты». Мне кажется, что ее название очень символично для истории нашей республики. Вот нам придется с Сергеем Витальевичем через какое-то время уйти, потому что мы будем участвовать в митинге, посвященном памяти жертв политических репрессий. Сегодня такая и скорбная, печальная, но и в то же время торжественная дата в истории нашей страны. И мы там участвуем. Так вот, мне кажется, это название, если говорить об этом периоде, оно тоже очень символично. А написал он замечательные слова Национальной библиотеки Республики Коми от Вадима Туманова. «Всегда счастье». Вот, я думаю, что... Ну, а Государственный совет, безусловно, формируя бюджет Республики Коми вместе с вашим активным министром, будет все делать для того, чтобы к 100-летию республики все те наши общие мечты попечительского совета были реализованы. Еще раз с праздником, дорогие друзья! Дорогие коллеги, теперь начинаем работу пленарного заседания нашей конференции. Прежде чем объявить первого из докладчиков, я хотел бы обратить внимание на тему нашего заседания, которая звучит как «Региональная библиотека. Феномен, роли, предназначения». С моей точки зрения, эта тема одна из самых важных, я бы сказал, ключевых в нашем библиотечном деле, в первую очередь, в сегодняшнем библиотечном деле. Ну, вы знаете, есть такое выражение «короля делает свита». Если нет свиты, то король – это обычный человек. Так вот, столицу делают регионы. И столичный город был бы обычным городом, если бы не была та громадная работа, которая ведется в регионах. И в нашем библиотечном деле региональный аспект, я считаю, сегодня чрезвычайно важным, потому что именно здесь не просто ведется работа, мы выполняем свои функции, мы закладываем будущее нашего библиотечного дела. Именно здесь, в регионах, идет, мы отвечаем на вопрос о том, жива ли библиотека и какой библиотека будет впереди. И вот сегодняшняя наша сессия, она обращена во многом в прошлое, потому что у нас юбилей, но и это мостик между прошлым, настоящим и будущим. Но, с вашего позволения, дальше я, как ведущий, будем сидеть, объявлять. Но первого докладчика я объявлю стоя. Так, Галина Анатольевна Райкова, заведующая отделом межбиблиотечного взаимодействия с библиотеками России и стран СНГ, это международный аспект нашей деятельности, и ее выступление «Национальная библиотека субъекта Российской Федерации, лидирующая роль в библиотечной системе региона». Пожалуйста. Спасибо, Михаил Дмитриевич. Здравствуйте, дорогие коллеги, уважаемые гости.
Прежде всего, я с удовольствием от имени Российской государственной библиотеки и, пользуясь своими полномочиями генерального директора Библиотечной ассамблеи Евразии от сообщества ваших коллег из стран СНГ, поздравить вас с праздником, с юбилеем библиотеки. И поблагодарить руководство вас, прежде всего, Ольга Рудольфовна, за честь быть здесь, за приглашение. Спасибо вам большое. Ну и сейчас попробую что-нибудь рассказать вам о лидирующей роли библиотеки в системе региона. История любой библиотеки в нашем Отечестве неразрывно связана с историей места, где она родилась и живет. Ее деятельность полностью зависит от задач, стоящих перед регионом и государством. В библиотечном деле были всякие времена, чаще всего сложные. Возникшие как новый тип региональных библиотек в 90-е годы, национальные библиотеки интенсивно развиваются и занимают все более значительное место в библиотечной инфраструктуре России. Находясь, как и библиотеки других типов, под влиянием новой экономической и технологической ситуации, национальные библиотеки стараются приспособиться к ней, встроиться в нарождавшееся информационное общество и максимально использовать огромные возможности, которые открывает технологический прогресс. Они пересматривают приоритеты своей деятельности с тем, чтобы выстоять в конкурентной среде информационного рынка и добиться большей эффективности в удовлетворении информационных потребностей общества. Главным приоритетом своей деятельности национальные библиотеки отмечают формирование национального фонда, собирание памятников печати, создание коллекций национальной памяти, их сохранение, обеспечение доступа к информационным национальным и мировым ресурсам. Огромная заслуга национальных библиотек субъектов Федерации в сфере возрождения национальной культуры. Анализируя их деятельность по изучению края, сбору и исследованию письменных источников, отражение их в библиографических, научно-вспомогательных пособиях, создание сложных каталогов национальной литературы, следует признать, что такой грандиозной работы по сохранению своей этнической культуры никогда раньше не проводилось. Фонды библиотек представлены изданиями на десятках языках и отражают историю, этнографию, географию, культуру, литературу, искусство не только региона, но и являются ценнейшим источником изучения общей истории народов и их взаимосвязи в культурной общности. В настоящее время большое внимание библиотеки уделяют экстериорике. Проводится научно-поисковая работа в библиотеках и архивах зарубежных стран по выявлению письменных и иных источников и приобретению их копий. Активно ведется международный книгообмен со множеством стран мира. Пополняются тем самым и фонды, и национальная библиография. Так происходит накопление, сохранение и распространение духовного наследия и обогащение мировой культуры. С выходом в мировое информационное пространство из рамок краеведения эта деятельность приобрела международное значение. Лидирующая роль национальной библиотеки в библиотечной системе, которая, в отличие от других функций национальных библиотек, не является родоначальной, появилась лишь в середине XX века. На начальном этапе это прослеживалось в форме методического руководства библиотеками, которое в перестроечное время стало спорным, но роль его в совершенствовании библиотечных процессов, формировании региональных сетей библиотек, повышении квалификации библиотечного персонала остается неоспоримой. Сейчас, когда расширяются масштабы библиотечной интеграции, становятся разнообразнее формы взаимодействия библиотек, очевиднее становится, что важность лидирующей роли национальной библиотеки в этих процессах. Признано на мировом уровне то, что делает национальная библиотека для других библиотек, не менее важно, чем ее деятельность как крупнейшей библиотеки в своем регионе. Если в предшествующий период своей истории ее функции преследовали только одну цель – обеспечение жизнедеятельности самой библиотеки, то на современном этапе они оказались задействованы также в формировании некой системы библиотечного обслуживания без границ, нацеленной на предоставление свободного доступа к ее ресурсам. В целом, реструктуризация библиотечной сети обусловлена политикой сокращения расходов на бюджетную сферу. В качестве общего отрицательного фактора организации сети библиотек выступает отсутствие внятного представления о путях построения эффективной системы библиотечного обслуживания в каждом регионе.
Много рассуждений о библиотеках будущего, включая модельное представление, но полностью отсутствуют управленческие рекомендации сетевой организации библиотечного дела в стране. Хотя практикам давно уже ясно, что будущее за сетевой организацией библиотечного обслуживания, а не за отдельными библиотеками, пусть и прекрасно оснащенными. Органы власти регионального и муниципального уровней оптимизируют библиотеки по собственному усмотрению, что приводит к противоречивым последствиям. Здесь еще необходима надежность и статистическая информация о библиотеках, постоянный мониторинг состояния и деятельности общедоступных библиотек региона, для того, чтобы своевременно оценить результаты оптимизации, модернизации, инноваций, результаты методических разработок, передового опыта и иных преобразований в библиотечной сфере и принимать адекватные управленческие решения. Национальным библиотекам, как и центральным региональным, необходимо в нынешней сложившейся ситуации выполнять свою основную миссию – организаторов единого библиотечного пространства региона. Крайне важно, чтобы усилия всех библиотек субъектов Российской Федерации были при решении всех вопросов сохранения библиотек и развития библиотечной сети объединены, а наиболее важные документы готовились бы не кулуарно, а совместно с другими библиотеками региона, общественными библиотечными организациями, такими как Российская библиотечная ассоциация, общественными органами, представляющими население и государственные структуры. Опыт международный и отечественный показывает, что только интеграция библиотек, объединение информационных ресурсов региона, не объединение библиотек из двух в одну, а корпоративное, комплексное, планомерное формирование ресурсов поможет вполне удовлетворить интересы и запросы пользователей. Рациональные внутри и межрегиональные библиотечные связи приносят результаты, и тогда успешно решаются как отраслевые, так и социальные проблемы. И здесь опять лидирующая роль принадлежит национальной библиотеке. Великая ценность нашего времени в том, что она дала каждой библиотеке выбрать свой путь. В этой ситуации возрастает роль развития человеческих ресурсов, то есть персонала библиотеки, нашего профессионализма. Престиж нашей профессии зависит от качества нашей работы, но прежде всего определяется нашим самосознанием и нашей самооценкой. Время от времени все-таки в библиотечном сообществе, даже сейчас, возникает дискуссия о функциях библиотек, о ее миссии, о миссии библиотеки, ее назначении. Вопросов не счесть. Пока мы ищем важные, на наш взгляд, ответы в обществе, нередко можно услышать, а что библиотеки еще существуют, в них еще ходят. Несмотря на флешмобы, различные модные мероприятия, библионочи, акции с выносом книг на улицу и подобные мероприятия, ясно, что пока этого мало, чтобы нас знали, чтобы уважали наш труд, чтобы осознанно выбирали нашу профессию. То есть кадровая проблема была и остается самой-самой острой на сегодняшний день. Как решают эту проблему сейчас в странах СНГ, у наших коллег? Я вот маленький такой пример приведу. Как кто-то отправляет своих молодых и перспективных сотрудников на зарубежные стажировки или обучение по отдельным направлениям деятельности. Другие выстраивают систему образования и повышения квалификации, опираясь на сотрудничество и кооперируясь внутри страны с более продвинутыми отечественными вузами. Открываются лицензионные учебные центры на ведение образовательной деятельности в сфере дополнительного профессионального библиотечного образования и центры повышения квалификации библиотечных работников при национальных библиотеках. Ну, в принципе, у нас это все есть. Именно здесь инновационный опыт аккумулируется, изучается, оценивается, а затем транслируется в практическую деятельность на национальной сети библиотек. Здесь осваивается не столько овладение отечественного опыта, а скорее освоение передового опыта современных библиотек мира и попытка применить его на практике. Во многих библиотеках действует международный профессиональный библиотечный обмен. А в последние годы входит дистанционное обучение. Это система, которая значительно расширяет возможности повышения квалификации и переподготовки кадров. Еще одно направление, где в полной мере может проявиться лидирующая роль национальной библиотеки, это поддержка и развитие чтения. Определенное снижение интереса к чтению – это сегодня общемировая тенденция.
Ее причины недостаточно изучены. Принято связывать их с глобализацией СМИ, с развитием социальных сетей и индустрии развлечений. Считается, что именно эти факторы обусловили вытеснение чтения как источника социально значимой информации, снижение его культурного престижа. Во многих странах предпринимаются активные попытки этому противодействовать, исходя из понимания роли чтения для развития любой страны. Современная ситуация в этом отношении характеризуется как системный кризис читательской культуры, когда страна подошла к критическому пределу пренебрежения чтением. Такое положение сопряжено с большим социальным риском, поскольку чтение представляет собой важнейший способ освоения жизненно значимой информации. Еще в 90-е годы прошлого века многие индустриально развитые страны мира столкнулись с таким явлением, как функциональная неграмотность. Это неспособность человека читать и писать на уровне, необходимом для выполнения простейших общественных задач. В частности, это выражается в неумении читать инструкции, в неумении находить нужную в деятельности информацию. Именно функциональная неграмотность является причиной многих техногенных катастроф. При снижении интереса к чтению населения немыслима интеграция личности в многонациональную и многослойную культуру. В то же время от уровня культурной компетентности граждан во многом зависит экономика, политика, национальная безопасность и конкурентоспособность страны, как бы не высокопарны были эти слова. Вот эти причины побудили принять национальную программу поддержки и развития чтения на уровне президента Российской Федерации. Чтение определено в программе как важнейший способ освоения базовой социально значимой информации, профессионального и обыденного сознания. И деятельность Национальной библиотеки как лидера в своем регионе в этом направлении безгранична. Ведь они являются безопасным местом для новых открытий, использования новых возможностей и обмена идеями, поскольку, будучи репозитариями истории, культуры, наследия и самобытности, они дают возможность своим пользователям осознать свое прошлое, найти место в настоящем и сохранить надежду на будущее. Сегодня стало очевидным, что для экономического и социального прогресса любого государства необходимым условием является межнациональное согласие. Межнациональные отношения, пожалуй, наиболее чувствительный индикатор состояния общества, органов власти, социально-политической и духовной обстановки в стране. Решение вопросов межнациональных отношений и этнокультурного развития является очень деликатной, сложной проблемой общественной жизни. Она требует постоянного внимания всех государственных и общественных структур, ученых самых различных профилей. Для нашего общества к числу важных вопросов, требующих внимательного и углубленного изучения, следует отнести объективную потребность библиотечно-информационного обслуживания представителей всех этносов и национальностей, проживающих на территории государства, обобщение опыта работы библиотек с многонациональным населением, изучение интересов, языковых потребностей читателей и возможностей их удовлетворения, а также использование инновационных методов работы. Имеется в виду не обслуживание литературы на всевозможных языках, а именно полезной социально необходимой информации. Этими проблемами озабочены не только наши отечественные библиотекари, но и коллеги во всем мире. Культурного многообразия не избежать, оно будет расти по причине глобализации. Это видно уже по мегаполисам, крупным городам. Вопрос сосуществования множественности культур, разнородных, по-разному воспринимающих события мировой и местной истории, является в современном мире как никогда более актуальным. В настоящее время испытывается дефицит и настоятельная потребность в аналитических публикациях со статистической динамикой количественных показателей и качества жизни и изучения позитивного отечественного опыта существования наций. Нет региональных картин по изучению динамики потребностей всех социальных групп населения на определенные периоды времени. Нет карт изменения национального состава и динамики читательских потребностей в библиотеках региона самого разного уровня. Здесь может также проявиться лидирующая роль национальной библиотеки субъектов федерации. И последнее, о чем бы мне хотелось сказать. Чем бы мы ни занимались в нашем библиотечном труде, в большом и малом, повседневном и праздничном, мы должны помнить, для кого и для чего мы есть. Для читателя, для пользователя. Во всем мире наши коллеги озабочены идеей создания привлекательной и гостеприимной библиотеки. Другими словами, главная задача библиотекарей – сформировать восприятие библиотеки пользователей
комфортного места пребывания и интеллектуального времяпрепровождения, теплого дома. Иначе мы не только не станем социально значимым культурным учреждением, но и перестанем существовать совсем, превратившись в архив или хранилище самых лучших и достойных документов. Спасибо за внимание. Я предлагаю следующего выступающего, Афанасьев Михаил Дмитриевич, президент Российской библиотечной ассоциации, директор Государственной публичной исторической библиотеки России. Тема его выступления – феномен удаленного региона, формирование библиотечного пространства. Пожалуйста. Дорогие коллеги, дорогие друзья, во-первых, хочу сказать, что я страшно рад возможности встретиться с вами здесь, на Коми-земле, и в замечательной библиотеке. И мне особенно интересно поговорить на тему, которая заявлена как тема моего доклада, вот об этом феномене удаленного региона. Здесь в юбилейные дни и в связи с 180-летием Усть-Сольской общественной библиотеки я вижу свою такую задачу постараться вот это событие, которое 180 лет тому назад, ввести в тот культурный контекст, в котором оно произошло. Потому что мы с вами очень часто, ну да, вот есть что-то, что произошло когда-то давно. Невольно совершенно мы как-то применяем сегодняшние оценки к этому событию. Вот как мы живем, вот так, если сегодня создается библиотека, но это было 180 лет тому назад. А совершенно потрясающе, если мы посмотрим на эти события глазами того времени, увидим вообще, что это было такое, открыть библиотеку в маленьком уездном городке Усть-Сольске. Вообще тема удаленного региона, она появилась в моем исследовательском интересе не случайно. Занимаясь историей библиотечного дела, начиная с появления библиотек у нас, публичных библиотек, общественных библиотек, это значит с 18 века, я все время сталкивался со странной ситуацией, когда с одной стороны появлялись энтузиасты, люди говорили, надо создавать библиотеки, и ничего не получалось. Библиотеки не создавались. И одновременно в каких-то местах, без всякого пафоса, библиотеки появлялись и даже жили, действовали, несмотря на то, что вроде бы никаких оснований для этого не было. Вот смотрите-ка, что получалось. Вот вторая половина 18 века. Идеи просвещения пришли на территорию Российской империи. Екатерина поддерживает это. А что такое просвещение? Просвещение – это знание, которое дает прогресс человечеству. А где знания? А знания концентрируются в книге. А где книги концентрируются? А книги концентрируются в библиотеке. Значит, библиотека – это вот то самое ключевое учреждение, которое нужно для того, чтобы просвещение развивалось. Все понимают. Граф Строганов пишет письмо Екатерине, записку, надо создавать императорскую публичную библиотеку. Она пишет, да, создаем императорскую публичную библиотеку. Это 1773-75 год. В 95 году она подписывает бумагу, а библиотека открывается только в 1814 году. 20 лет никак не могли открыть библиотеку. Но один из любимцев Екатерины II, Яков Сиверс, назначен губернатором в Новгород. Приезжает, ужас, развал, хозяйство никакое. Он считает, что для хозяйства нужно вот такие-то меры, где в том числе надо создать публичную библиотеку. Пишет Екатерине, давайте создадим, здесь дайте денег, мы здесь откроем библиотеку. Она какие-то мероприятия его поддержала, библиотека не открывается. Вот это столичная жизнь, то, что шло вокруг столицы. А в это время в Иркутске губернатор Кличко собирает местное купечество, дворянство и говорит, надо бы открыть библиотеку. Они скидываются деньгами и открывают
И в Иркутске на протяжении 10 лет успешно действует публичная библиотека как раз вот в эти годы, когда ни в Петербурге, ни в Новгороде библиотеки не получается. А за десятилетия до этого, уже в 30-е годы 18 века в Екатеринбурге существует горная библиотека, в которой более 1000 книг, которые предназначены для того, чтобы обучать людей горному делу, и не только обучать, там и художественная литература. То есть успешно работают библиотеки вдали от столицы. И тогда я задумался, наверное, есть какой-то феномен, который за этим стоит. И самая яркая ситуация – это как раз 1830-е годы, те самые, когда вот здесь в Усть-Сысольске открыли библиотеку. Традиционно в нашей историографии, в наших учебниках по истории библиотечного дела, все эти библиотеки, открытые в этот момент, а их было открыто почти 4 десятка, относят к результатам деятельности графа Мартвинова. Был такой просвещенный человек, такой англофил, последователь Адама Смита, который вслед за Адамом Смитом считал, что для того, чтобы развивалась экономика, нужно, чтобы было образованное чиновничество и образованное купечество. А для того, чтобы такое чиновничество и купечество было образовано не только в столице, но и на всей территории страны, нужно их образовывать, нужно создавать библиотеки. И вот граф Мартвинов пишет императору, это спускается министру внутренних дел графу Закревскому, и граф Закревский делает циркуляр всем губернаторам тогдашней Российской империи в обязательном порядке создать публичные библиотеки для чтения, отчитаться в течение полугода. И начинается замечательная бюрократическая ситуация. Губернаторы, получив это, ясно, должны отчитаться, пытаются собрать людей, местную интеллигенцию, и дать им задание. Местная интеллигенция говорит: все замечательно, но надо бы помещение для этого, нужны деньги, денег нет, помещений, как всегда, нет. Один губернатор отчитывается, что создаем, но вот пока не нашли помещение, другой отчитывается, что создали и даже устроили банкет и фейерверк, но те 100 книг, которые они собрали, так остались в шкафу, и никакой библиотеки из этого не получилось. Третий честно признается, но не получается ничего. И в течение 10 лет, с 830 года до 40 года, идет такая переписка. Министерство внутренних дел спрашивает, как дела с библиотеками, губернаторы отчитываются, как у них дела. Библиотеки худо-бедно где-то создаются. Ну, вот тогда Усть-Сысольск входил в губернию Вологодскую, в Вологде открыли библиотеку, губернатор отчитался, все в порядке. В 1934 году библиотеку открыли. Через некоторое время она благополучно умерла. Потому что вот эта модель создания библиотеки сверху, она имела один серьезный принципиальный недостаток. Библиотеки работают и эффективно могут жить тогда, когда есть 3 составляющие, совпадающие в интересах. Когда есть власть, которая считает, что библиотека нужна. Когда есть профессионалы, которые готовы эту библиотеку сделать. И, наконец, когда есть та аудитория, для которой эта библиотека предназначена. Вот те самые люди, которые должны ходить в эту библиотеку. И трагедия этих библиотек 830-х годов заключалась в том, что, да, власть заинтересована, но, правда, не всегда на местах. Но, тем не менее, интерес был. Профессиональных библиотекарей не было. Но самое главное, не было той аудитории, которой эта библиотека была нужна. Всем казалось, что это, сверху там что-то придумали, а дворянин у себя в имении мог иметь библиотеку очень хорошую, выписывать книги из Парижа или покупать их у местных разносчиков, и его это вполне удовлетворяло. Мелкий чиновник в городе ходил в платную частную библиотеку, кабинет для чтения, и за деньги там читал те самые романы, которые ему было нужно. Купечество вообще этим не интересовалось. И
И оказалось, что, в общем-то, аудитории нет, потребности такой библиотеки нет. И эти библиотеки благополучно, если даже создавались, то вот исчезали с горизонта. Но одновременно с этим складывалась ситуация удаленных регионов. Тех, которые не были вот так напрямую связаны со столицей, с центром. Тех регионов, которых не ждали, что им что-то из столицы придет, что поможет им решить их проблемы. Люди, которые жили в ситуации самостоятельного решения. Если мне что-то нужно, то я сам должен это сделать. И вот в эти же 30-е годы, одновременно с циркуляром, который так неудачно реализовывался, в уездных городах, вот этот циркуляр не распространялся в уездных городах. Это был губернатором, губернские города, эта модель Адама Смита работала на этом уровне. А в уездных городах вдруг начинают создаваться библиотеки. Вот 3 библиотеки, которые мне так хорошо известны. Самое известное, они даже писали, Осташковская. В Осташковском уезде 7 человек, местных жителей, причем из них, кажется, только один дворянин, еще один купец, еще один личный дворянин, то есть чиновник местный. 7 человек собрались и написали бумагу, просьбу разрешить нам открыть библиотеку для чтения. Вот и им разрешили, и эта Осташковская библиотека, созданная вот в эти же годы, в 30-е годы XIX века, успешно, без перерыва работала на протяжении, практически до середины XIX века, когда уже количество библиотек увеличилось, но она влилась в общую систему библиотек. Были разные моменты. Был момент, когда у них было много читателей, там 40-50 подписчиков, платные. Конечно, все эти библиотеки существовали на некие деньги. 40-50 подписчиков. В какой-то момент их оставалось вот те самые 7 человек, которые создавали библиотеку, потому что полк, который рядом стоял, ушел, и читателей потребность уменьшилась, но библиотека существовала. Другая библиотека, которая имела такое экзотическое название, чтобы не соврать, я назову, компания по выписке книг в городе Якутске. В Якутске собралось несколько человек, тоже десяток человек, и они даже не стали запрашивать разрешение на создание библиотеки, потому что не назвали библиотекой, а назвали компанией по выписке книг. Они скинулись деньгами, определили человека, библиотекаря, у кого эти книжки будут, начали закупать книги, собирать. Журналы они не выписывали, но они договорились с уездным училищем о том, что журнал они будут там получать. То есть фактически создали вот эту самую общественную библиотеку. Причем очень интересно, это вот просто тоже как-то забывается. У нас слово «общественное» синоним «общедоступное». Тогда общественная библиотека означало, что библиотека создана обществом. А общество – это те культурные люди, вот как публика в театре. Это же не публика на улице, это те, кто собрались в театре. Вот то же самое здесь. Общество – это та самая интеллигенция, которая создает библиотеку, и вот здесь ключевое слово – для себя. И феномен Усть-Сысольской библиотеки, который мы будем сейчас слушать о ней, я думаю, что те, кто знает, она создавалась именно таким же образом, когда группа людей собралась, решила для себя создать библиотеку, и эта модель начала очень эффективно работать. Так вот, культурное, я бы сказал, культурно-историческое значение вот этих библиотек в удаленных регионах, которые создавались и успешно действовали, заключается в том, что это был особый тип библиотек. Это библиотеки, которые создавались для себя. Легко говорить о создании библиотеки для других. И модель просвещенческая, она об этом говорит. Вот мы, образованные люди, мы должны нести свет знаний в широкие массы. Давайте мы для этого невежественного народа создадим библиотеку, и он тогда будет просвещенным. А вот народ не всегда
хочет признавать себя невежественным, он вполне его устраивает. Совершенно другая модель. Это когда люди объединяют усилия для того, чтобы сделать себе хорошо, создать такие условия, когда бы они могли удовлетворять свои культурные потребности. И Осташковская библиотека, Уссысольская библиотека, Якутская библиотека, еще одна библиотека в это время в Охотске открывается, общественная библиотека. Это все библиотеки, которые делались для того, чтобы самим было, тем людям, которые создают эти библиотеки, была возможность удовлетворять культурные потребности. Эти системы открыты. Вот к этому сообществу, к этому обществу могли присоединиться и другие, присоединялись. И количество читателей в этих библиотеках росло, и вот оно могло меняться от ситуации к ситуации. Но самое главное, что всегда были те люди, которым это было нужно. И это чрезвычайно важная вещь. У нас вообще в библиотечном деле библиотеки, все публичные библиотеки, с которыми мы имеем дело, они так или иначе рождались или как модель библиотеки для других. В 60-е, 70-е годы такие публичные библиотеки именно по этой модели создаются. И мы с вами получили вот это знаменитое, такое известное для нас наследие, когда библиотекарь, он еще и воспитатель, он еще и руководитель чтения. Это вот как раз библиотека для других, это библиотека, созданная по просвещенческой модели. Это была европейская модель. Немножко отвлекусь, скажу, что вот библиотеки для себя это, условно говоря, американская модель. Потому что на территории Соединенных Штатов Америки происходило то, что у нас в удаленных регионах. Люди, все иммигранты, все приехали сюда, обустраиваются, строят свой маленький город, свой населенный пункт, строят церковь, строят школу и создают библиотеку для себя. И вот эта вот модель американской библиотеки, она, кстати, придя на территорию Европы в конце 19-го, начале 20 века, совершила совершеннейшую революцию. Вдруг оказалось, что в библиотеках можно, система ценностей в библиотеках может быть не такая, как в просвещенческой. В просвещенческой библиотеке на первом месте стоит важность, значение той литературы, которая у нас есть. А в библиотеке для себя в центре внимания интересы той аудитории, для которой эта библиотека создана. Я для себя куплю те книги, которые мне интересны, а не те книги, которые кому-то кажутся важными. Вот. И это public library, это публичная библиотека, о ней как раз говорили там и Крупская Ленину рассказывала, Ленин об этом писал в статье Нью-Йоркской публичной библиотеки, и Люба Борисовна Хавкина в статьях об американских библиотеках, Генриетта Дерман пропагандировала эти американские библиотеки, потому что это было открытие. Как так? Библиотека может быть другая, она может быть близка к населению, и население туда придет, потому что чувствует, что это для них. Так вот, в нашей традиции, в нашей системе, именно эти маленькие библиотеки, создаваемые в 30-е годы, а потом это было и в более поздние времена, иногда это бывало и в губернских городах, в городе Тамбове библиотека публичная создавалась путем акционерного общества. Решили, откуда брать деньги, все время нужны деньги. И взяли и выпустили акции библиотеки. И каждый мог купить акцию, и, соответственно, доходов с нее не было, но он был акционером, создателем этой самой библиотеки. Вот эта модель библиотеки для себя, она оказалась чрезвычайно важной. Еще один важный феномен, который заставлял людей именно на библиотеку обратить внимание, когда они в своем отдаленном регионе решали вопрос, как вот обустраивать свою жизнь. Библиотека на протяжении всей своей светской истории, сейчас не беру церковные библиотеки, она обладала и до сих пор обладает высоким символическим значением. Библиотека – это вот как концентрация культуры. Это своего рода столица в области культуры.
потому что вот в ней все самое важное и самое главное находится. И когда говорили Строганов императрице, матушке императрице, давайте императорскую публичную библиотеку откроем, он имел в виду вот это символическое значение, что это важно. Во всех европейских странах есть королевские императорские библиотеки, которые составляют вот этот символ культуры. Это символ культуры, это столица, и столица должна иметь такую библиотеку. Я живу в далеком регионе, в Иркутске, в Усть-Сысольске. Столица очень далеко. Добраться до нее полжизни нужно. А я хочу быть приобщенным к той культуре, которая там есть. И я институцию столичную переношу к себе. Я создаю библиотеку у себя. Вот якутская библиотека по этому поводу, видимо, не озабочена была. Там был прагматический интерес. А в других случаях, в том же самом Иркутске, я думаю, что и в Усть-Сысольске это очень важно было. А у нас есть тоже библиотека. Такая же, как она, пусть она маленькая, но это библиотека, а это слово пришло оттуда, из Франции, королевская библиотека. Когда слово «публичная библиотека» не означало, кстати, когда начали употреблять, и Екатерина употребляла, не означало общедоступную библиотеку. Это, мне кажется, американская public library – это общедоступная библиотека. Публичная библиотека – это большое, важное учреждение. У нас в императорской России публичных библиотек было немного. А в советское время, кстати, это было продолжено. Вы вспомните, в советское время публичные библиотеки, кто назывались? Публичная библиотека Свято-Щедрина, Российская национальная библиотека, публичная историческая библиотека, публичная научно-техническая библиотека. Все. Потому что это были крупные научные библиотеки, библиотеки символов. И вот это символическое значение библиотеки, привнесенное в свой уездный или губернский город, это тоже чрезвычайно важный элемент культурной жизни. То, что должно было убедить себя в том, что и я не так далек от столицы, снимал это противоречие между столицей и провинцией. И в целом ситуация отдаленного региона отличалась от всего остального одной важной, я бы сказал, ключевой вещью. Люди вдали от столицы не рассчитывали на то, что кто-то за них решит ту проблему, которая у них есть. Они сами решали эту проблему. Решали не опираясь на некие абстрактные модели, а опираясь на потребности своей аудитории, на свои собственные потребности. И именно поэтому у них получалось то, что не могло получиться в других местах. В Москве первая публичная библиотека появилась в 1863 году, через 25 лет после того, как в Усть-Сысольске такая библиотека начала работать. И дальше мы можем увидеть, как в истории культуры и вообще в цивилизационной истории ситуация взаимоотношений между столицей и регионом, она меняется в зависимости от того, какая связь между этими точками. Одно дело, как это было, к сожалению, когда центральная власть оттягивает на себя все ресурсы и управляет сверху всем тем, что происходит внизу. То есть заставляет всех работать в модели зависимости от центра, от столицы. И мы тогда видим, как происходит стагнация тех или иных культурных процессов. Я сейчас не говорю про экономику, культурных процессов, которые происходят в регионе. Как только региональный аспект становится самостоятельным, то вот это творчество, которое существует в сознании людей, у тех людей, которые живут в том или ином месте, оно начинает проявляться. И это творчество дает как раз тот самый эффект, который нам нужен и который заставляет нас присматриваться к тому, что делается в регионах, потому что именно здесь
рождается то, что не может родиться в других местах. Эта модель работает на самых разных уровнях. Я в своей жизни в 70-е годы был социологом, работал в библиотеке Ленина. Были такие исследования, книги, чтение в жизни сельского села, небольших городов. Вот я руководил в исследовании книги «Чтение жизни сельского села» разделом распространенности чтения в сельской среде. И я тогда заметил впервые вот на социологическом материале, что, например, читательская активность людей в пригородных селах, казалось бы, они рядом с культурными центрами, они должны быть более культурны, чем те, кто живет в отдаленных селах. Там читательская активность ниже, чем в тех селах, которые отдалены. Правда, в тех, которые далеки, больший контраст. Там много людей, которые вообще просто не в культуре не читают, не включены, на них не распространяется. Но те, кто хоть как-то имеют среднее образование, имеют навыки культуры, они более активны читательски, чем жители пригородных сел. Потому что вот это ощущение того, что они сами должны для себя эту проблему решить, оно остается. И потому, как сегодня мы можем судить когда мы сегодня смотрим на то, как в тех или иных регионах развивается культурная жизнь, я во всяком случае могу даже отчасти судить, насколько самостоятельно, независимо вот эта культурная жизнь того или иного региона. Ну и в частности, наблюдая за тем, как развивается библиотечное дело в Республике Коми сегодня, можно сказать, что воздействие описанного феномена ощущается и в настоящее время. Спасибо. Следующего выступающего Кырнышева Ольга Валерьевна, заместитель директора Национальной библиотеки, Уссу-Сольская общественная библиотека в литературной и культурной жизни Северно-Русского уездного города. В продолжении как раз Михаила Дмитриевича я расскажу именно какие проблемы решала Уссу-Сольская общественная библиотека и какую роль она играла в уездном городе. Особое внимание уделяется сегодня культурному и литературному воплощению провинции, осмысливаемой исследователями как особый пространственно-географический и ментальный локус. Одним из провинциальных культурных и литературных центров Северно-Русского региона XIX века стал Уссу-Сольск, жители которого приняли самое активное участие в осмыслении и ценностном упорядочении места. Уездный Уссу-Сольск находился вдали от культурных и литературных столиц империи. В первой половине XIX века это был маленький городок с населением, едва достигавшим 3000 человек. Он не являлся ни крупным промышленным, ни крупным торговым центром. Получение в 1780 году Уссу-Сольском статуса административного центра крупнейшего и самого дальнего уезда Вологодской губернии и последовавшее за этим формирование административного аппарата, в состав которого входили местные жители и прибывшие на службу чиновники, увеличение населения, постепенное торгово-экономическое развитие территории привели к образованию новых культурных потребностей, обновлению общественной жизни. Можно сказать о том, что здесь началось активное формирование локальной культуры и локального самосознания. Значимым явлением, пробуждавшим умственную жизнь провинции и приобщавшим провинциальные города к формам культурной жизни, существовавшим в столицах, является формирование в XIX веке Института публичных библиотек. На европейском севере России первые публичные библиотеки были открыты в 1833 году в Архангельске и Вологде. Однако потребность в чтении испытывали не только в губернских городах. Подтверждением тому как раз и является организация в 1837 году библиотеки в самой отдаленной глуши Вологодской губернии в уездном Уссу-Сольске. В январе 1837 года было получено разрешение вологодского губернатора, а уже 20 октября по старому стилю библиотека открыла свои двери для читателей.
Однако, как сказал Михаил Валентинович, если организация открытия Архангельской и Вологодской публичных библиотек была инициативой сверху, то инициаторами организации библиотеки в уездном Усть-Сысольске стали сами жители. В 1830-е годы в Усть-Сысольске сложился круг единомышленников из числа купцов и служащих государственных учреждений, которые обратились к вологодскому губернатору с просьбой разрешить открыть публичную библиотеку. Усть-Сысольская библиотека стала всего лишь второй уездной библиотекой Российской империи. В отличие от губернских городов, где в середине XIX века существовали губернские статистические комиссии, архивные комиссии, отделения российских научных обществ, именно публичная библиотека стала местом притяжения усть-сысольских краеведов-любителей из числа местных чиновников, духовенства и интеллигенции, являясь на протяжении полувека единственным научно-исследовательским и культурно-досуговым центром края. Такое положение дел вполне объяснимо. Благодаря библиотеке местная интеллигенция получила возможность избавиться от чувства оторванности от культурной и общественной жизни России через чтение лучших образцов отечественной литературы и материалов передовой общественной мысли. Немаловажным фактором стало то, что объединение в рамках одного сообщества людей позволяло обмениваться мнениями, а также являлось возможностью поддержания умственного и профессионального уровня и своеобразной формой проведения досуга. Библиотека была создана на средства 10 членов-учредителей из числа жителей Усть-Сысольска: городничего Ивана Львовича Шульца, окружного лесничего Афиногена Степановича Грузьева, уездного казначея Василия Ивановича Попова, дворянского заседателя уездного суда Андрея Ивановича Попова, дворянского заседателя земского суда Варлаама Ивановича Суровцева, уездного стряпчего Николая Павловича Попова, уездного лекаря Дмитрия Прокофьевича Щеголева, городского головы купца Матвея Матвеевича Новоселова, купца Василия Александровича Скалебова и купеческого сына Михаила Николаевича Латкина, а также московского купца Николая Смирнова. Исследователь истории библиотек Коми края Павел Григорьевич Доронин предположил, что активное участие в организации Усть-Сысольской общественной библиотеки принимал также литературный критик и философ Николай Иванович Надеждин, находившийся с июля 1837 года по январь 1838 года в Усть-Сысольске в ссылке. Объединившись вокруг библиотеки, они были нацелены на развитие просвещения в уездном городе, а сам факт причастности к деятельности Усть-Сысольской общественной библиотеки придавал личности городского жителя дополнительный, внесословный статус, что засвидетельствовано в местной летописи. В круг усть-сысольцев читателей 1850-е в первой половине 60-х годов входили учителя уездного училища Арсеньев, Берг, Кокшаров, Михайлов, купец Мельников. Число читателей в этот период не превышало 36 человек, что составляло чуть более 1% от общего числа жителей города. Серьезным препятствием для увеличения количества подписчиков являлись прежде всего плата за чтение, невысокая грамотность населения, а также незнание коми жителями русского языка. Во второй половине 60-х, 70-е годы среди подписчиков числились учителя местных училищ Василий Евгеньевич Кичин, известный впоследствии как поэт и основоположник коми литературы Иван Алексеевич Курат, а также Матвеев, Попов, Резиновский. Были в числе читателей духовные лица, в частности священник Андрей Попов. Из числа представителей чиновничества следует назвать окружного начальника Хамантова, уездных стряпчих Белокторского и Иванова, уездных исправников Ключицкого и Никитина, усть-сысольского лесничего Некраша, бухгалтера уездного казначейства Попова. Пользоваться книгами разрешалось не только всем жителям города, но и проживающим в уезде крестьянам, церковнослужителям, выезжающим по делам службы в уезд чиновникам. Режим работы библиотеки был вполне удобен для людей, находящихся на службе. Библиотека была открыта ежедневно с 16 до 19 часов. Самой читающей группой являлись дворяне и чиновники. Они составляли более 50% всех подписчиков. Правом стать читателем библиотеки также пользовались мещане, духовенство, разночинцы, крестьяне и купцы. Состав подписчиков библиотеки в этот период постоянно менялся. Ежегодно появлялось 10-15 новых читателей.
Одной из причин столь пристального внимания провинциальных жителей к литературе и чтению связано, на наш взгляд, с кардинальным изменением литературоцентрического сознания широкой группы современников, носителей по преимуществу светской культуры, происходившего начиная с конца XVIII века. Литературоцентрическое сознание, отмечает в своем исследовании Чернов, сознание, признающее в качестве исчерпывающего источника и средства интеллектуального общения литературу. Более того, видящего в литературе единый, общепонятный, истинный способ выражения своих отношений к действительности, тяготеющий к тому, чтобы признать литературу не только второй, но скорее даже первой реальностью, по крайней мере реальностью более правильной, нежели сама жизнь. Литература в недрах этого сознания превращается в некую гигантскую палату мер и весов, универсальный учебник жизни и справочник на все случаи жизни. Определяя литературоцентризм как следствие секуляризации массового сознания при присутствующем традиционном отношении к печатному слову как необходимому атрибуту религии, следует указать на сохраняющееся ощущение непреодолимой сакральности печатного слова, приходя к выводу, что представление о литературе как универсальном средстве и универсальном носителе интеллектуально-информационного багажа эпохи становится доминирующим. Именно поэтому, на наш взгляд, столь важным становится рассмотрение состава, бытовавшей на территории литературы, доступной провинциальным жителям, в том числе и местным литераторам. Наиболее репрезентативным отражением бытовавших в Высоцком уезде, и в его уезде книг, рукопись и периодических изданий является фонд Высоцкой общественной библиотеки. Поэтому состав публичного книжного фонда следует рассматривать как источник, характеризующий круг чтения и читательские предпочтения провинциальных жителей, уровень вовлеченности в общероссийскую культурную традицию населения региона, показатель общественных и духовных потребностей провинциального общества. Как еще один, ранее широко не рассматривавшийся аспект региональной книжной культуры Северно-Русской провинции XIX века. С появлением светской книги в провинции при благоприятных условиях стал возникать интерес к литературной деятельности. В провинции начали переводить и сочинять книги. Публичную библиотеку, основанную уездом Высоцкой в 1837 году, можно по праву считать наряду с Вологодскими губернскими ведомостями и Русским географическим обществом одним из знаковых элементов системы, благодаря которой осуществлялась литературная деятельность в отдаленной северной провинции. К авторам Высоцкого локального литературного текста в первую очередь следует отнести жителей Высоцка, то есть тех, кто здесь родился или жил значительное время по долгу своей службы, купцов, чиновников, педагогов, которые вместе с тем являлись учредителями, вкладчиками и подписчиками Высоцкой общественной библиотеки. Нами был определен круг из 18 авторов, проживавших в Высоцке, чьи литературные опыты появились на страницах губернской и российской прессы в 1838-1908 годах. Авраам, Арсеньев, Берг, Богданов, Држевецкий, Кичин, Василий Евгеньевич Евгений Васильевич, Красных, Куратов, Латкин, Мельников, Михайлов, Попов, Андрей Попов, Николай Павлович Попов, Яков Попов. В разные годы они, также в разные годы являвшиеся сотрудниками Вологодского губернского статистического комитета Высоцка Павел Кокшаров и Николай Волков, а также автор, скрывший свое имя под псевдонимом Обрусевший Зрянин. Каждый из них опубликовал несколько литературных материалов, являющихся художественным осмыслением истории, географии и этнографии края, сформировав тем самым высоцкий литературный текст, состоящий почти из 100 произведений. В центре литературного творчества высоцких авторов, являвшихся учредителями, читателями и вкладчиками библиотеки, по праву находились культурная и общественная жизнь уездного города. В первую очередь вопросы вовлеченности в общерусскую литературную и культурную традицию, проявившиеся в обращении к перечню выписываемых в городе журналов и газет и составу фондов Высоцкой общественной библиотеки. Эта тема представлена в публикациях местных авторов Попова, Красных, Берга, Арсеньева и Кичина. При этом авторов, читателей и учредителей библиотеки привлекал прежде всего качественный состав, предлагаемый к чтению литературы. Следует сказать, что высоцкий текст выходит за границы уездного города и обращается к описанию конкретных мест или населенных пунктов Высоцкого и Ялинского уездов. В текстах высоцких нашли свое художественное осмысление обычаи, традиции и нравы зырян, что, конечно же, нашло свое отражение и в фонде библиотеки, поскольку здесь формировалась очень интересная коллекция рукописей, связанных с историей края. Литературные сочинения высоцких авторов были широко представлены в фонде библиотеки, как отдельными изданиями, так и публикациями в прессе.
Библиотечные экземпляры содержат их читательские и владельческие маргиналии. В своем творчестве местные авторы могли ориентироваться на широкий спектр литературных и научных образцов, предложенных в 21 тематическом отделе книжного фонда Уссурийской общественной библиотеки. Наиболее востребованными у читателей были газеты и журналы, составлявшие треть библиотечного фонда. Он выполнялся преимущественно пожертвованиями, в результате чего представлял достаточно пестрые по тематике и идейной направленности изданий собраний. Однако интерес к журнальной прессе был настолько велик, что в читательской среде Уссурийска существовала практика формировать самостоятельные подборки материалов из получаемых журналов, своеобразные дайджесты, составленные по жанру тематическому принципу, драматические, билетристические произведения, этнографические, научные статьи. 1850-е годы отмечены в Уссурийской читательской среде устойчивым интересом к исторической литературе. При этом лучшие европейские образцы романа Скотта и Гюго провинциальный читатель сравнивал с творчеством отечественных билетристов Ложечникова, Загоскина, Вельтмана и других. В последующие годы библиотека переориентировалась на удовлетворение досуговых запросов своих подписчиков. В 1870-е годы, вслед за российским читателем, уссурийцев привлекала массовая литература, преимущественно переводные, историко-авантюрные романы и детективы. Находясь в некоторой изоляции от столичной культуры, пусть с некоторым опозданием, но провинциальный читатель знакомился с произведениями русских литературных авторитетов XIX века – Гоголя, Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Гончарова, Островского и других. Изучение истории Уссурийской общественной библиотеки, выявление круга лиц, причастных к ее деятельности, реконструкция состава библиотечного фонда показали, что жители Уссурийска были вовлечены в процессы общероссийской культурной и литературной жизни, а книжный фонд уездной публичной библиотеки являлся средой, которая вкупе с губернской прессой и историко-этнографическими изысканиями Русского географического общества формировала местных авторов и их произведения. Спасибо. Теперь с большим удовольствием приглашаю выступить Ольгу Рудольфовну Евстафову. Тема ее выступления — Национальная библиотека Республики Коми, концепция современного развития. Ну, у меня самая сложная задача, потому что коллеги мои выступающие, они исследовали, анализировали материал прошедших лет. Каким-то образом вот так получилось. А моя очень задача сложная, потому что я предлагаю вашему вниманию нашу стратегию, которую мы видим как путь дальнейшего развития в современный период. И я хочу здесь сразу оговориться, что стратегия, составленная 2 года назад, в 2016 году, она, мне кажется, вот в оценках не может быть плохой или хорошей. Я думаю, что стратегия каждого коллектива, его коллективный труд и такой путь, коллективный путь развития, который каждое учреждение должно пройти самостоятельно, со всеми ошибками, победами, взлетами. И я думаю, что тут применить какой-то опыт совершенно невозможно. И когда мы приступили к созданию новой стратегии, мы как раз обратили внимание, что нет одинаковых каких-то моделей, да, готовых схем или матриц, и поэтому тем более сложнее было определиться вот в этом сложно меняющемся мире, какими мы будем или какими мы хотим быть, чтобы соответствовать всем представлениям меняющегося мира. Я попыталась сделать вам презентацию, чтобы озвучить, но я буду говорить на высоком уровне обобщения, чтобы не в частности не вдаваться, и достаточно много времени. И здесь я хочу сделать небольшую прелюдию или небольшую историю, почему именно так вот, такой посыл нашей стратегии. Дело в том, что на каком-то этапе, когда мы начали дружить очень активно и общаться, и выстраивать свое взаимодействие, сотрудничество с филиалом Академии наук, с Институтом экономики и развития Севера, вот здесь у нас есть отраслевой институт, мы услышали очень важные для себя вещи. Вот какие это вещи? Вот я сейчас их назову. Вот, знаете, на разных этапах развития общества прогнозируются свои модели или сценарии экономического роста развития территорий. Да? И вот если мы вспомним, прошли весь курс, каждый из нас прошел географию экономическую, если вы вспомните индустриальное общество, то там точками экономического роста считались факторы первой природы. И если вспомните карту географическую, да, историю, экономической географии, вы видите, что главными
в этих факторах первой природы были что? Ее положение территории, да, и наличие природных ресурсов. Так вот, особенность нашего сегодняшнего периода, когда общество перешагнуло в 21 век, оно получило другие совершенно характеристики. Это стало общество постиндустриальное. И там именно в характеристиках этого постиндустриального общества высветились и вышли на лидирующие позиции факторы второй природы, которые сегодня признаются всем научным сообществом как очень перспективные факторы, на которые нужно обращать внимание, как точки роста, дальнейшего роста развития территорий, регионов территорий. И я приведу вам примеры. Вот, например, впервые те 20 слайда, очень коротко, которые характеризуют вот это постиндустриальное общество. Для нас вот этот выделенный кусочек в конце, он кажется важным, что потенциал развития этого общества все больше в возрастающей степени определяется масштабами информации и знаний, которыми оно располагает. И следующая характеристика этого общества, в экономике которого приоритет перешел от преимущественного производства товаров к производству услуг, проведению исследований, повышению качества жизни, и в котором внедрение нововведений, инноваций в все большей степени зависит от достижения теоретического знания. И вот на этом слайде мы тоже опускаем первые две позиции, а я укрупнила вам нижнюю позицию, которая для нас важна, которую мы считываем как ту стратегию, в которую наша библиотека, как научный и интеллектуальный потенциал развития общества может вписаться. И вот это как раз развитие экономики обучения, рост креативности, самоорганизация населения, стимулирование творчества, инициативы социальной, географической и профессиональной мобильности. И вот если мы посмотрим предложение дальше института нашего отраслевого для экономического регионоведения, да, как вот развиваться нашему региону, республике, северной территории, то вот здесь как раз и обращается внимание на факторы второй природы, что важным моментом становится привлечение работников знания через создание материальных и нематериальных стимулов для учителей, врачей, интеллигенции, да, и развертывание различных программ обучения или обучения трудоспособного населения. И вот как раз вот в этих определениях мы можем найти ту точку опоры или уверенности, в которой мы можем найти развитие, да, и развернуть вот эту нашу стратегию. И дальше как раз вашему вниманию название нашей стратегии, да, ее слоган или стимул, или посыл такой. Это знаниевая стратегия, умная библиотека для общества знаний. Мы ее проговорили. И миссионерство наше тоже на уровне обобщений. Это библиотека публичная, научная и хранилище печатного национального наследия. Вот мне бы хотелось в своем выступлении как раз обратить внимание вот на миссию научную. Почему? Потому что публичная, я ее тоже немножко сформулирую потом, но просто она более понятна, более освоена уже нашими библиотеками и не представляет такой сложности, как, например, более серьезно научная. А вот в научной ипостаси, какие роли библиотека может исполнять, да, чтобы быть востребованной и с тем огромным интеллектуальным потенциалом, который хранится в наших стенах. И я назову вам 4 категории, которые в каждой библиотеке при определенных условиях развития дают изменения на качество нашей деятельности, или качество результата дают. Это категория читателей или потребителей, это категория информационные ресурсы, это категория технологий и категория персонал. Вот 4 категории, которые вот, я предлагаю рассмотреть, и в данном случае по поводу потребителей, читателей. Вот в нашей стратегии она притворяет, вот эта сегментация нашего потребителя, она сделана очень узко, максимально подробно, что ли, для того, чтобы у каждой группы потребителей найти адресность, чтобы выстроить взаимодействие именно точечно и чтобы быть понятой именно той аудиторией, которой мы адресуем свою деятельность. И вот раздробили на такие читательские аудитории, и каждой аудитории прописали форму взаимодействия и стратегические цели. Вот мы всегда говорим о том, что библиотеку всегда посещала молодежь, и понятно, мы содействуем процессу образования. Но если рассмотреть потребительскую аудиторию молодежи в других своих потребностях, да, в необходимых формах сотрудничества, которые мы можем в данном случае знаниевой стратегии выстроить, то тут смотрите, какое многообразие. Мы не повторяем, не дублируем учебные библиотеки. Вот сколько мы можем давать дополнительно для этой
о молодежи, а вот группа читательская называла третьего возраста. Вот я вам сейчас скажу, что у нас группа читателей третьего возраста сейчас на этом этапе, она практически самая активная и активнее, чем молодежь. И если мы думаем, что для третьего возраста достаточно только предложить какие-то культурные мероприятия для досуга, то мы ошибаемся, потому что они у нас самые активные посетители целого курса ведения предпринимательства. Они у нас посещают языковые курсы английского языка. Они у нас занимаются университеты в литературном университете и так дальше. Посмотрите, сколько может библиотека предложить еще помимо того, что просто досуг. Это тоже развивающая среда для этого возраста, и они активно хотят участвовать в проходящих процессах общественных. И завершая группу потребителей, вот я перейду к следующей категории, это информационные ресурсы. Для нас самая сложная, например, категория. И мы ставим в своей стратегии слово модернизация информационных ресурсов. Вот когда, значит, в нашей стратегии сделано немножко такое наподобие глоссария, мы попытались объяснить, а что входит в понятие, что вот в стратегии понимается под тем или иным словом, которое занесено в нашу стратегию. Да? И вот мы определили, что информационные ресурсы и модернизация будут связаны с тремя понятиями. Это полнота, доступность и актуальность. И вот если мы с вами рассмотрим каждую по отдельности, развернем слегка, полнота информационных ресурсов, она на вашем экране, я перечислять не буду, да? Это интеграция полнотекстовых электронных ресурсов в наши документы, традиционные фонды. Интеграция. Если мы говорим о доступности, то мы видим здесь, что библиотека рассматривается, во-первых, как субъект единого библиотечного информационного, распределенного библиотечного фонда, что мы не одни только фондодержатели, да? И что мы на самом деле с помощью разных технологий предлагаем систему доступа, и не только электронными средствами, но и разными действиями нашими, тоже осуществляем реализацию такой стратегической задачи, как доступность. И она прописывается подробно для нас как направление деятельности. А вот если мы задумаемся, что две вот эти позиции, доступность и полнота, это очень такие, понимаете, объективные факторы, потому что они, собственно, очевидны. А вот если взять категорию актуальность информационных ресурсов, вот здесь зарыта как бы сложность, потому что это категория субъективная. Вот определить действительно, а в чем актуальны наши фонды, это очень сложно. И вот когда этих фондов 2,5 миллиона, и ты думаешь, а как вот их сделать актуальными? Вот очень субъективная категория. Одной группе потребителей она актуальна по-своему, другим по-другому, да? И поэтому мы определили, что для нас главное вот здесь в актуальности информационных ресурсов это все-таки правильное формирование тематико-типологического плана. Это начиная с нашего разговора, то есть как будет экономически развиваться наш регион и какие там отрасли найдут свое отражение, опережающие, на какие факторы будут влиять. Это создание новой модели фонда. То есть мы определили, что мы фонд разделим на две части. Первая часть будет это оперативная часть, и там свои законы формирования этого фонда начинают работать, да? И вторая часть – это фонды длительного хранения. И вот эта сложная тоже ситуация, такая субъективная. Какие фонды считать фондами длительного хранения? Вот это как бы такая сложность, с которой мы должны разбираться. Ну и посредством каких? Обеспечения качества, в том числе электронного каталога и актуальности баз данных, в том числе то, что мы заводим в каталоге, в поисковой системе, они давать должны очень яркую картину. Ну вот, это информационные ресурсы, это я вторую категорию с вами, да? Третья категория – стратегия информатизации. В общем-то, тоже, это всего один слайд я посвятила этому, потому что, собственно, тут все очевидно, как бы должен развиваться процесс, это автоматизация, это эффективная работа сводного электронного каталога библиотек, то есть это система единого информационного пространства, да, должна работать. Это внедрение новых пользовательских сервисов, это система взаимодействия с профессиональным сообществом, выстраиваем в новом режиме. И вот четвертая категория – это развитие кадрового потенциала, очень тоже сложная. И мы рассмотрели в стратегии такой модульный подход. То есть мы определили, что у нас совершенствование профессиональных знаний будет происходить по 3 модулям. Вот первый модуль – это обучение, переобучение, повышение квалификации, актуализация знаний. Правильно, тут до меня уже выступающие говорили, что
сейчас произошла такая поколенческая смена кадров, пришло столько молодых специалистов без специального образования, что практически нужен целый модуль, курс, это просто введение в профессию. Это освоение, адаптация молодежи в профессиональной среде. Вот. Второй модуль, это уже сложный, это сбор совершенствования функциональных технологических компетенций специалистов, которые уже работают у нас. Да? И третий, это вот то, что говорили тоже, это обучение коммуникациям, это как делать мониторинг, где обучаются, да? Оформление пространства, создание комфорта, то, на что мы раньше практически не обращали внимания. Для нас тоже новая ситуация. Вот развернем немножко вот эти модули, да? И вот здесь, вот, просто обращаем внимание, что у нас работает в первом модуле. Это у нас работает наставничество. Если мы хотим часть молодого коллектива ввести, да, ситуацию наших традиций, это освоение проектных технологий, это изучение инновационного опыта, это актуализация знаний. Второй модуль – это совершенствование функциональных компетенций. Там у нас работает очень много фокус-групп. Вот 9 фокус-групп у нас ежегодно. И там занимается, вот, к примеру, библиограф ФАС, школа Фондерика, лаборатория чтения, лидер, который вот я, например, веду фокус-группа. То есть там уже фокусное внимание на те моменты, которые должна дать определенная группа наших профессионалов, на которые рассчитано дальнейшее развитие. Да? И третий модуль – это вот этика, психология общения, профилактика конфликтов, интерактивная технология, эргономика и так дальше. Это как раз вот те задачи, которые необходимы в современном мире нашем. И вот тоже к теме глоссария. Мы не раз нашли формулировку слова «работник знания». Да? У нас стратегия знаниевая. И так вот, как мы представляем себе библиотекаря, работника знания? Как можно характеризовать? И вот мы определили здесь, что на самом деле это новые для нас вещи. Вот если обратите внимание, например, это умение точно определять, прогнозировать информационные запросы адресантов, дифференцированные подходы, это адресное обслуживание, индивидуальное дифференцированное обслуживание каждого потребителя. У каждого есть разница, и каждого мы должны понимать, что ему надо и почему ему надо. Да? Это владение знаниями, вот тоже вторая позиция, нами совершенно не освоены наши библиотекари, а если учитывать, что 80% молодого коллектива, да, мы не умеем осуществлять первичный отбор. То есть отбирать, что можно оставить за кадром, а что специалисту предложить. Вот этот первичный предварительный отбор информации по критериям актуальность, объективность, оперативность, вот этому надо учиться. Мы это еще пока не умеем. И ориентация в отраслевых приоритетах, то, что мы раньше не обращали внимания, да? И умение, конечно, быть убедительными в общении. Ну вот, то, что я говорила, это миссионерство, это публичности. Я буквально это 2 слайда тоже, я обращу внимание, что стратегия нами выстроена, она выстрадана, потому что это тоже освоение этих технологий, которыми мы не владели. Но вот мы сейчас в больше и большей степени начинаем уже понимать, что это находит отклики, это есть результативная деятельность библиотеки. Вы видите, что для очень большое направление для маломобильных групп, да? Нестационарное обслуживание библиотечное. То есть библиотека выходит за границы своей деятельности и максимально пытается приблизить книгу и чтение к тем, к населению, где бы оно ни находилось, где у него есть свободное время. Да? Это такая борьба за свободное время читателя, нашего потребителя. И важная часть, то есть еще один аспект публичности, что мы все-таки важная часть городского пространства. Мы площадка для встреч, творчества, воскресные дни семейного отдыха у нас каждый сезон, каждое воскресенье у нас тематически, у нас будет очень много читателей с детьми приходят сюда, бабушки, дедушки, молодые люди. У нас много клубов по интересам, где-то вот сколько там, 2-3 десятка клубов. Проходят публичные лекции. Я вам сказала, что с наукой мы сейчас дружим, и население нашел отклик как раз на такой формат, как публичные лектории научные. У нас консультации экспертов работают по различным вопросам, особенно здоровья это касается, диабетиков, да, вот, с проблемой потери памяти и так дальше, и артериального давления. То есть это целый цикл встреч с врачами, экспертами, которые помогают отвечать на вопросы. Ну и, конечно, мастер-классы по прикладному творчеству, что очень нравится. Я хотела обратить внимание, что особенность вот этой нашей знаниевой стратегии, она даже в настрое, в темпоритме, она лидерская. И в чем это проявляется? Потому что библиотека не ждет каких-то там пришествий читателей, на которые не готова отреагировать. Она сама выстраивает взаимодействие. Это такой некий агрессивный маркетинг, когда библиотека находит своего потребителя, и она должна сказать, убедить его в полезности библиотеки. Потому что она только для него,
него, и всегда для него полезно на всех этапах его жизни. И поэтому тут и такая матрица есть, которую предложил Александр Николаевич Пелясов, доктор географических наук, директор Центра развития экономики Севера и Арктики. Вот у него такой посыл очень оптимистичный, и вот он такую матрицу расшифровать слово лидерство, лидер, да, из слов. Это люди, институты, доступность, единство и ресурсы. Вот если развернем мы сейчас, и мы тоже, это к вопросу о глоссарии, как понимать, да, лидерство, стратегии наши. И вот мы так прописали, что люди – это формирование работников знания. Мы их тоже расшифровали немножко. Это стимулирование, мотивация. Это институты. У нас в библиотеке люди проходят обучение и знакомятся с очень важными вещами для себя. Это стимулирование созидательной инновационной предпринимательской активности. У нас есть много центров, у нас есть межведомственные проекты, которые финансируются сегодня другими отраслями, Министерством экономики, Министерством промышленности Республики Коми. Для нашей библиотеки очень важно. И они отметили, за 2 года отметили нашу стратегию и поняли, что библиотека может сделать определенные шаги. Да? Это доступность, быть в сети, услуги, сервисы, дистанционное обслуживание, виртуальный маркетинг. Это единство, интерес групп потребителей, развитие отраслей региона, интересов профессионального сообщества. То есть единство всего этого, да, и сетевые, межведомственные, международные, межрегиональные проекты будут очень востребованы и должны вот сыграть определенную роль. И ресурсы – это максимальная полнота и качественный отбор для адресного предложения при минимальном ресурсном обеспечении. Это модернизация, переориентация, интеграция информационных ресурсов. Это разработка и реализация соответствующей политики формирования фондов и тематики технологического профиля. Вот и последний слайд, которым я хочу закончить. Вот тот же самый ученый Пелясов Александр Николаевич, я когда прочитала в его книге вот этот посыл, это для нас, для северян, чтобы вдохновиться патриотизмом, энергией и правильностью выбранного пути, это вот такая лидерская ситуация, переход к экономике знания дает северной периферии шанс расстаться с прежней траекторией развития отсталых добывающих провинций и осуществить прорыв в инновационную экономику. Лидерская стратегия развития огромного освоения пространства северной периферии – это идея о том, что в новое время акцент будет сделан на улучшении качества человеческих ресурсов, на инвестиции в человека, что означает наращивание совокупного пула знаний, компетенций сообщества северной периферии в постиндустриальном преобразовании Севера и Арктики. Я на этом закончила. Спасибо, Ольга Григорьевна. Вот Ольга Григорьевна продемонстрировала замечательную модель, как нужно работать над концепцией, что взять исходную теоретическую вещь и воплотить ее в практических вещах. И особенно я обращаю внимание на такие вещи, как фокус группы, когда читатели делятся, дифференцируются, не классифицируются, а выделяются те ключевые группы, на которые может работать библиотека. Отсюда выстраивается и логика всего того, что мы делаем. Так что спасибо большое, да, очень интересно. Ну что, дорогие друзья, у нас сейчас перерыв.